Давайте я вам покажу предприятие. Все. Значит, предприятие в 2013 году мы сюда пришли, купили участок участников и запроектировали. Где-то год я проектированием занялся. В 2014 мы пошли экспертизу и начали строить. В 2015 году мы запустили первую уже продукцию тетрафин асептик молоко стерилизованное, как молоко в клеточку, если помните, красное такое. Пошли полностью экспертизу стройнадзора, экспертизу Роспотребнадзора, потому что здесь рядом химпром, и нас постоянно полосят, что якобы мы здесь на химпроме. До химпрома ровно километр 800, наша санитарная защитная зона вообще не пересекается. Мы кормим детей, детские сады, школы, Ради Фаридович, 350 школ и детских садов кормим. Предприятие перерабатывает 150 тонн сырого молока ежедневно. У нас собственный транспорт. Значит, один из своих молоковозов мы сразу одним рейсом привозим с 43 хозяйств Республики Башкортостан. 13 районов нам поставляет молоко. В среднем где-то от минимум от 500 килограмм до 20 тонн мы молоковозом привозим это молоко, даже с мелких. Чем мы отличаемся? Что мы берем и у мелких хозяйств это молоко. Вот эту вот линию, которую мы сейчас к ней подойдем, вот первая линия, которая здесь есть, это линия творожная Обрам. Творог получается здесь в мешочках, срок хранения 30 суток. Не за счет консерванта, а за счет технологии, все в закрытом потоке. Это вот традиционное масло мы делаем. Масло-участок, емкости для сливок, 72%, 82% сливочки здесь делаются. Пойдемте дальше. Люди здесь раздеваются, моются, переодеваются и уже в чистую зону в халатах ходят только сюда. Мы просто через моечное отделение не проходим. Здесь они получают спецодежду. Есть у нас на каждом производстве проблемная доска. Рабочие могут писать любые вопросы, чтобы анонимно, чтобы я мог пройти и посмотреть. Низкая зарплата. Я вот не стал это специально убирать, Ради Фаридович, обещал людям через месяц пересмотреть зарплату по производству. Вот такие вопросы. И каждый руководитель потом пишет, какие у нас должны быть и сроки исполнения. Ответственные. Потом мы за этим контролируем. По-другому никак, Ради Фаридович. Народ должен обратную связь давать руководству. Иногда же люди утаивают это. Сейчас мы пройдем, Ради Фаридович, наушники оденем, там шумно, если вы не возражаете. Вот здесь надо будет руки обработать. Вот я покажу, вот здесь вот так, ставим ногу, датчик ставится, сушка и здесь там. Всем, кто заходит, наушники. Ради Фаридович, слышно, да? Коллеги, проходим за мной. Это наша первая линия тетрафин, которую вот мы запустили в 2015 году. Стерилизованное молоко срок хранения от 45 до 90 суток мы можем делать. Полностью автоматизированная линия, шведская, 3600 упаковок в час мы производим. И сегодня мы единственные после Давлеканова поставщики такой упаковки в магазины. Это долгого хранения, да? Ну, это 10 суток. Это линия Нимка, Пюрфакт, традиционно. Мы в нее фасуем кефир, йогурты и кисломолочную всю продукцию. Полностью линия автоматизирована, и где человек не прикасается к молоку, все через клапана, Ради Фаридович, идет. Вот это вот как раз масло-линия, которую мы сверху видели. Это вот она традиционная, классическая, которая пользуется всегда спросом у населения. Сейчас я вам покажу линию, которую мы в этом году только ее запустили. Во время пандемии монтаж шел, и вот мы смогли все-таки через границу все провести и все сделать. Вот здесь у нас, оттуда хочу показать. Ради Фаридович, это два творога-изготовителя по 10 тонн. Туда закачивается молоко пастеризованное, закваска вносится автоматически. И происходит 12 часов свашни. Потом вот сюда на сыворотка-отделитель в закрытом потоке отделяется сыворотка, и творог идет на пасовку, на пасовочный автомат. Вот он, видите, только здесь можно увидеть, где творог. И больше нигде продукт не касается
воздухом. И за счет этого мы даем 30 суток срок реализации. Здесь самое сердце, здесь сидит оператор и управляет всем этим блоком. Потому что нигде человек не притрагивается, соответственно, все управление происходит вот здесь. Он один в смену, и второй через 12 часов приходит, и мы круглые сутки вырабатываем эту продукцию. И получается, она вот сейчас, в принципе, мы уже вышли на 1,5 тонны в сутки выработки. Хотим 10 тонн продавать. У нас есть такие, как бы, предпосылки. Спрос есть, да? Спрос есть, Ради Фаридович. Тем более, как бы, это новый продукт, такой интересный. Сейчас мы переходим в цех, где приемка молока происходит. Полностью. Мы принимаем сегодня, я еще хочу сказать, от 120 до 146 тонн молока. Тут вообще нет людей, чтобы вы понимали. Все, это приемка молока, управление идет с пульта. Сейчас найдем его. Осторожно. Управление идет с пульта. И у нас здесь сидит оператор, который всем процессом рулит этим. Получается, молоко приходит. Там, вот сейчас мы зайдем на приемку молока, шланг вставляется в молоковоз, и все, больше продукт нигде с воздухом не контактирует. Соответственно, нет обсеменения, нет никаких вещей. Вот это гомогенизатор, раздробление жировых шариков в потоке, чтобы молоко, когда ставишь в холодильник, не расслаивалось, Ради Фаридович. Вот это тетрапаковский. Сейчас мы придем в лабораторию, я покажу новое оборудование, которое мы купили в лаборатории. Вот мы старым методом раньше делали, мы оставили специальный вот для, чтобы было показательно. 40-50 минут молоковоз приезжает, ждет, пока анализ возьмем. Потом только мы его на скачивание станем. Сегодня мы купили мелкоскан фосовский. 5-7 минут анализ, сразу выдает на компьютер все данные, никакого человеческого фактора нету, никто ничего не подрисовывает из лаборантов, чтобы не было у них даже мыслей, что кого-то. И то же самое, соответственно, с хозяйством. Они уже приезжают, мы им говорим, ну вот, машина все показала, какие проблемы. Нет, у нас вообще теперь нет конфликтных ситуаций по качеству молока, жирность, кислотность, плотность. Только на антибиотики мы как бы сейчас берем. Антибиотики только пока лакомственными бумажками, ну, это уже водители молоковозов на месте. Если есть антибиотики, покормили неправильно, ветеринары там укол сделали, мы молоко не берем. Потому что мы кормим детские садики категорически, никаких антибиотиков. Поэтому только в промышленных масштабах молоко перерабатывается и гарантированно качество получается. Люди, которые, ну, это делают не в промышленных масштабах, есть проблемы. А вот это красное, это что? Так. Это у нас среднее значение, внизу и того выводится из всех показателей. Потому что в одном молоковозе может быть в одной емкости до 5 хозяйств. Мы же по 500 килограмм берем, и он выводит средний показатель внизу потом. А красный это не знак тревоги, что там? Нет, это не знак тревоги, это чтобы лаборант видел, какой средний показатель зайдет в общее. Потому что, например, молоко с одного хозяйства может 3,4 жирности быть, с другого хозяйства 3,2, с третьего там 3,1. А потом средний показатель, надо же нам в журнал завести средний показатель. Мы не можем отдельно как бы учет вести, поэтому средний идет. Да, здесь можно снять халаты, и дальше я вас проведу по территории. Спасибо большое. Это вот сами построили, да? Это сами построили, да. Прям с нуля. С нуля. Нет, там было то здание, вот, которое, где производство было, вот сэндвич-панели, а вот это уже пристрой и склад, мы все построили сами. И офис у меня был. То есть вот основной цех ваш? Да, вот основной цех, а дальше склад. Сейчас мы в него тоже пройдем. Вот это котельня. Я хочу вам показать, котельня тоже автомат. 3 по проекту, 2 поставили. Нам хватает топить, ну, собственное производство, горячего снабжения, отопления. И мы можем еще полрайона. Круглосуточное производство? 24 часа, 7 дней в неделю. Коллектив работает. Вы остановить не можете? Мы не можем остановить, а потому что мы не можем телочкам сказать, мы сегодня вас доить не будем, потерпите еще сутки там. Если у нас какой-то, не дай бог, сбой происходит по каким-то параметрам, мы все молоко аккумулируем и к соседям везем. Вот эта котельня мощностью 3 тонны в час хватает, еще раз говорю, на полрайона отапливать, Ради Фаридович. Мы можем еще как бы дополнительную мощность. Поэтому у нас еще одно место есть. Если мы сейчас будем мощности до 250 расширять, у нас есть технические возможности расширять именно по этому направлению.
И вот, чтобы вы понимали, холод, сердце завода тоже, Ради Фаридович. Это льдогенераторы, где ледяная вода вырабатывается, идет на охлаждение полностью производственных нужд. Поэтому холод вот этот здесь вырабатывается, тоже автомат, никаких людей нету. На аутсорсинг приходит компания, Ради Фаридович, и раз в месяц меняет там манжетки, фреон смотрит, давление и так далее. И практически мы как бы работаем. Вот это вот, упаковку у Стельтамака берете, нет? да, в стерпаке мы берем, но они молодцы, Ради Фаридович. Она же с фольгой там идет, да? Она фольгирована, пленочка и бумага. Там 5 слой, 5-слойная она. Мы сейчас заходим в склад готовой продукции. Вот такие машинки у нас каждый день 7 штук уезжают с Это завода. вот ваша, да? Это наши машины с охлаждением. Полностью как бы вот по каждой торговой точке они проезжают. Это склад готовой продукции. Здесь у нас зона погрузки. Вся погрузка, почему сейчас нет машин мало, мы в час ночи начинаем грузить, в 6 здесь машин нету, потому что люди хотят в 7 утра получить продукцию в магазине. Это ключевая. Край 12 часов мы поставляем продукцию во все точки торговые. Это вот холодная зона, чтобы вы понимали, полностью склад автоматизирован. Везде есть QR-коды, да? Чтобы не было, первый продукт пришел, первый ушел. У человека наушник, он говорит, иди в ячейку Б такой-то. Он отсканировал, загрузил, машину отгрузил. Поэтому, чтобы не было никаких сбоев. Тем более мы сейчас цифровую маркировку внедряем. Какой продукт пришел, в какой магазин должен идти. Днем вырабатывается до 8 часов вечера. Продукция вырабатывается. И мы начинаем с 9 вечера ее отгружать. Вот кефир. Да, кефир. Вот у каждого есть свой штрих-код, Ради Фаридович. Поэтому однозначно все сюда только попадает именно в эту ячейку по этому штрих-коду. Это вот новый продукт. Сейчас на дегустацию вам покажем. Вот запустили творожную массу. Помните, раньше вот на это спросом пользовались. Мы сейчас решили. Очень Даже вкусный с курагой. Достаточно продукт. А курагу где берете? Курагу берем у поставщиков. Не в Узбекистане, Нет, здесь, нет, здесь у местных поставщиков берем. И, в принципе, как бы промываем ее и достойно получается. Здесь температура у нас плюс 4, плюс-минус 2 градуса стабильно. И рядом там минус 24, там мы масло храним, Ради Фаридович. Я туда уж не буду звонить, холодно там А совсем. масло, вот вообще пальмовое масло у вас используется или нет? Пальмовое масло мы не используем, потому что по техрегламенту это категорически Это запрещено, это да? запрещено. То есть, когда его используют, это нарушение незаконно. права, незаконно, Ну, да? на самом деле, если вы делаете спрей, как, например, Белебей, да, то Это спред называется, да, это поэтому уже не только не называется молочный, маслом. это да. спрей. То его законно использовать, Ради Фаридович. Ну, то есть человек должен понимать, что это там Да, есть... там цена другая просто. На самом деле, вот все же говорят, это вредно. Я считаю, я доктор наук же, поэтому я считаю, что пальмовое масло это не вредно, Ради Фаридович. Оно Мы- вредно, наверное, в объемах больших. Оно как бы... Нет, это же такое же растительное масло. Конечно, просто. все Ага. детское питание, Ради Фаридович, посмотрите, вот эти все наны, они все на растительном масле делаются. Ну, я понимаю, но не на пальмовом уже, ныне-то. Ну, на кокосовом они там делаются. Поэтому я считаю, что это вот люди одни лоббируют, другие не лоббируют. Надо просто людям честно говорить, что вот это натуральный молочный продукт, и цена у него дорогая поэтому, а это растительный продукт, и цена у него должна быть на 30% дешевле. Ну, никак нельзя вот людям говорить, что это вот вредно, еще что-то вот из этой серии. Вот ваше масло, это настоящее масло. 100%, 72 и 82 ГОСТовское масло, Ради Фаридович. Мы его поставляем во все торговые точки. Так, это вот наш ассортимент здесь как бы вот и награды, и город нас награждает, Ради Фаридович, и республика. Вот мы гордимся этим. На самом деле, полезную же продукцию пастеризован есть, там все витамины сохраняются, Ради Фаридович. А это для того, чтобы кофе пить, Ради Фаридович, я считаю, стерилку. Так, давайте я сам проведу дегустацию. А это вот молоко, Ради Фаридович, вот если есть желание, можете попробовать. Это вот кефир 1%, 3,2 и халяль мы начали запускать. А у вас подтверждение халяли от кого-то есть? Да, от духовенства. Нет, а от ТПП нету подтверждения? От ТПП нет у нас. Или Нет, есть? просто если честно, и халяль много выпускают, но многие халяли это не совсем халяли, потому что единый такой международный признан, он в Турции находится. И вот они дают лицензию тому, кто имеет право признавать. Значит, вот кувшинчики мы делаем кефир и в пленочке. Это мы все поставляем. Вот недавно запустили новый детский бренд «Два котенка». Но
мы конкуренцию составляем, конечно, молочной кухне, но тем не менее у нас нет детского направления. И это вот потихонечку начинает пользоваться спросом. И мы вот этот продукт планируем сейчас и в торговые сети поставить. И я думаю, дети тоже будут это пробовать достаточно вкусно. Мы сегодня, в принципе, лидеры. Если раньше это был Чекмагуш, край Курая, сегодня мы эту Давлеканово ушло с рынка, Чекмагуш ушел с рынка, сегодня мы первый, Ради Фаич. Но у нас планы есть расширить это производство, Ради Фаич, до 250 тонн. А вы двигаетесь там двигаетесь по этому направлению? Да, мы двигаемся с городом, у нас все понимание есть, мы двигаемся, Ради Фаич. А вот участок тот, который город представляет, или здесь будете? И здесь мы взяли, расширяемся, и город тоже, мы с городом тоже двигаемся. А детям то, что вот вы отправляете, говорите, это что вот эти вот йогурты, да? Или? Детям отправляем вот эти вот йогурты, Ради Фаич. Вот в пакетике, и вот они налиты. Вот, давайте. Питьевой йогурт, да? Да, питьевой йогурт, да. В принципе, вот эта творожная масса. Да, вот творожная масса, Ради Фаич, которая как бы тоже это это старый вкус из детства. Ради Фаич, попробуйте. Да. Это вот маленькие такие брикетики были. Это вот, ну просто нечто. С изюмом они были обычно, да? Я как бы вот иногда вот за чашечкой чая целая пачка уходит, Ради Фаич, незаметно. Вот это вот самые лучшие продукты. Поэтому, еще раз, мы занимаем 24% рынка Башкортостана сегодня, и мы дальше планируем расти и выходим на другие регионы. Это вот все, что в радиусе 500 километров, мы планируем начинать тихонечко экспансию туда. Молока-то хватит, нет? Молока хватает. Высокоперерабатываешь 5%? Мы 5% только перерабатываем. Из 5% берет сырья, но 25% рынка республики держит. Ну, отлично. Хорошо, спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы сегодня собрались и проводим сельский час на любезно предоставленной площадке Уфа-Гормолзавода. Спасибо большое за экскурсию, за показ. Но основная повестка, что я хотел бы сегодня послушать, все-таки мы с вами договаривались, что мы акцент в развитии сельского хозяйства сделаем на перерабатывающую промышленность, и туда мы ресурсы и средства бросим. Поэтому, насколько я понимаю, программу вы сбили. Я сегодня утром консультировался с нашим министром финансов, поэтому я вас послушаю, а по итогам я вам кое-что дополнительно скажу и кое-что предоставлю. Поэтому давайте, Ильшат Ильич, вас послушаем о сути содержания программы. Уважаемый Рафаэльевич, уважаемые коллеги, почти год мы занимаемся разработкой в целом нашей отрасли. Это пищевая перерабатывающая промышленность, достаточно много разных отраслей, но по сырью за эти 3 года мы отработали за 2020 год. Итог у нас самый лучший год за 20 лет по производству сырья. Сырья мы производим намного больше, чем занимаемся переработкой. Дальше мы подводим, это уже 2020 год, взяли пока ПФО, 82,6 миллиарда рублей пищевых продуктов и плюс еще напитки. Итого у нас 19,6 миллиардов. Все-таки наше твердое позорное 6-е место за 2020 год остается. Это точка опоры, с которой мы начинаем расти. 2-3 крупных завода, как там переработки масла, мы сможем сразу подняться на 2-е место. Программа наше развитие заключается, то есть принципиально мы меняем работу самого Минсельхоза и бизнес-шерифов. Мы полностью переворачиваемся, мы начинаем день с переработки. Поэтому концепция у нас принята, и у нас достаточно большое количество нормативно-правовых актов. Мы прописали все, мы видим, что к 2026 году мы должны увеличить 2 раза. Это наша дорога сегодня, создание модернизации действующих производств, поиск новых инвесторов, чем мы сегодня занимаемся. Господдержка федеральная, республиканская выстроена. Следующий этап развития малых переработчиков, то, что вы видели, Бирский. Но мы считаем, что малый бизнес будет перерабатывать, будет занимать свою нишу. Следующим этапом будет большая проблема, Ильдар Владимирович не сказал, это кадровый потенциал. Все-таки технологии переработки нужны, готовка технологов. Ильдар Владимирович сам в аграрном преподает. И конечно же, продвижение. Здесь с Алексеем Николаевичем мы отрабатываем. Это сети, это ярмарки, это наш мероприятие, наш бренд, это продукты России, это вкусы России. То есть без продажи смысла производить нет. Мы сделали такое количество поддержки, которого нет ни у кого. То есть мы взяли все.
Очень хорошая программа, которая у нас работала в конце 2018 года, 2019 года, это создание кооперативов. Мы в малой форме объединяем, из этого получается доходогенерирующий проект. Мы его создали с Минфином республики, это инициативное бюджетирование, это на социальные объекты, а доходогенерирующие проекты – это объединение граждан, помощь с деньгами, создаем проект, который генерирует доход. Значит, по доходогенерирующим мы предлагаем начать ее с 2022 года, в этом году обозначить, мы хотим 150, но с Резуканом мы поговорили, я думаю, ну где-то миллионов 70-80 с 2022 года можем в бюджете заложиться. Следующее, значит, это безалкогольное, это мы по архангельскому варенью, здесь тоже, значит, работа идет. Значит, интереса, конечно, в республике большого нету пока, поэтому, если можно, Рафаэль, предлагаем следующий сельский час все-таки посвятить по напиткам, сокам и с выездом в Нуриман, Красный Ключ. Ну и субсидирование ИПшек, значит, 100 миллионов, но вот мы сейчас с Лизуканом говорили, я думаю, миллионов 30-40, если до конца года мы сделаем, это как раз пельменные цеха, это тот пример, который бирский. То есть они раньше у нас были вне нашего субсидирования, потому что они являются ИП, они не являются сельхозтоваропроизводителями. У нас критерий мы даем субсидию только тем, кто является сельхозтоваропроизводителем. Вот это, вообще вот этот слайд ключевой, правильно, да? 150 тогда на 22 год фиксируем, прям готовьте, прям, чтобы документ надо. Ну, значит, по 30 миллионов в год, окей, попробуем раскачать. Это только вот это вот попробуем узкий рынок, да. Получится, не получится. И 100 миллионов на вот это вот, тогда договариваемся 50 миллионов до конца года. Есть, да. А на следующий год 100 миллионов. А там уже сделаем, да. Угу. Хорошо, тогда итог, вот это ключевая история. 150 22 год, 50 миллионов на субсидирование 21 год и 100 миллионов в последующие годы. Значит, этот год 30 миллионов, документы, я так понимаю, уже проходят, да? Все уже. Значит, у нас, значит, первый Минэки, второй уже пошли, уже редактором пошли, все подписали. Третий занесен, первый несем Минфин, Минфин подписывает, дальше уже легче идет все. Ну, целый пакет. Ну вот хорошо, вот это вот меня устраивает, с ресурсами договорились, с деньгами договорились. Когда вот начнет все это работать? Значит, у нас доходогенерирующий мы начнем уже в сентябре готовиться к 2022 году. Мы должны пройти, мы опять по всей республике должны проехать, собрать, найти инициативу, значит, сделать проекты, бизнес-планы. И уже со следующего года начнем реализовывать, ну, наверное... Это конкурсная какая-то комиссия? Это только будет конкурс, это официально, в открытом доступе. То есть 100% справедливо. То есть договоренность нет, тебе дам, тебе не дам. Они защищают проект в открытом доступе. Хорошо. Если можно, защиту мы сделаем январь-февраль на вашем уровне. Хорошо, а субсидирование вот как будет? А мы даем грант. Когда это начнет работать? Значит, это будет, мы будем готовы, если внесем в июле, то в марте, в апреле следующего года мы можем начать уже передавать гранты, отдавать деньги. Вот так, то есть они тоже должны готовить? Конечно, конечно. Это все проверяемая история. То есть за вторую половину 2021 года они получат весной 2022? Да. Ну, да. это так, да? Да. Хорошо. И третья тема, мы тоже будем уже при выделении денег готовы. Нам сейчас добавили, когда мы начинаем субсидировать, мы месяц должны теперь по бюджетному кодексу держать в открытом доступе. То есть нельзя просто сказать, что мы выделяем субсидии. То есть мы теперь понимаем, что есть распоряжение Минфина, деньги у нас выделены, деньги на счете. После этого мы объявляемся, в течение месяца мы должны собрать все документы со всей республики, после этого по очереди выделять тем, у кого есть. И федеральные деньги мы все направляем только на переработку. Если раньше это было, значит, покупку скота, покупку МТЗ-трактора, мы говорим, в этом году нет. В этом году только переработка. Агростартап, значит, мы даем, это просто физлицам, которые изъявили желание начать перерабатывать. Сегодня стартуем, начало документов, в сентябре деньги уже дают. Здесь порядок, деньги. Да, семейная ферма – это действующий фермер, который решил перерабатывать 250 миллионов. Значит, грант на уже действующем кооперативе, который работает, 100 миллионов в этом году. Агропрогресс – это новая тема, она еще не работала. Это для ООшек. Да, ООО, какие-то предприятия, которые хотят перерабатывать 34 миллиона, и возмещение уже действующим кооперативом, который покупает сырье и перерабатывает 124 миллиона. Это в Раевке, вы видели, исток. Отлично. Ну, мы считаем это справедливо. Хорошо. Хорошо, все-таки эта программа, она вот как законченный документ, она когда будет? Она несколько документов. Концепция уже распоряжением правительства принята. Проекты, все отдельные вот эти нормативные проекты, они уже подписываются. Когда последний документ будет подписан? Последний документ, наверное, когда мы закончим, наверное, августа месяц закончим. Сейчас в работе, я думаю, что
Давайте договоримся, что 1 сентября эта работа была завершена. Договорились? Тогда читайте с ней 1 сентября, чтобы все документы подписаны. Спасибо, коллеги, спасибо всем. Рафич, Да. Уфа молзавод и сельский час. Я считаю, что результаты ключевые по пищевой переработке. Рано еще говорить о результатах. Просто мы вот полгода занимались. Вот сегодня мы заслушали уже более-менее контуры с деньгами программы поддержки перерабатывающей промышленности. Она, по крайней мере, сейчас как цельная программа. Это наша очередная программа. Помните, мы делали по линии поддержки легкой промышленности? Конечно, конечно. Да, касается. А где телефон? А можно тоже, да? Давайте, давай. А мы готовы к такой программе по пищевой переработке? Вот мы ее сейчас утвердили. Там был вопрос только, что у нас не хватало, мы не понимали. Любая программа – это работает, когда есть деньги бюджетной поддержки. Вот сейчас мы немножко второе полугодие посчитали, все, там уже будут деньги. То есть суть программы в том, что мы там помимо решения каких-то организационных, административных вещей, мы еще субсидируем определенные вещи. Закупка оборудования, подготовка инфраструктуры, строительство нового объекта. Вот все готово. Мы здесь ее обсудили. Она к 1 сентября уже там остаточные документы остался. А цель основная программа? Увеличить переработку в республике. Оставлять в 2 здесь. раза. Оставлять здесь деньги, оставлять не зерно отправлять куда-то и мясо замороженное, а уже полуфабрикаты, продукты непосредственно. Как это нормальное строение должно быть. Кормить нас своим И же. кормить нас. Спасибо.